Так, давайте начнем. Меня зовут Кычкина Алена. Я являюсь ассистентом кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики медицинского института, а также региональным координатором волонтеров-медиков. Так, ну и сегодня мы с вами поговорим что такое коронавирусная инфекция. Наверное, все уже наслышаны, да, что это как можно заразиться. Ну и про вакцинацию мы тоже отметим, да, какие вообще основные моменты. Все равно мы очень это часто слышим, поэтому можем что-то забыть, что-то упустить и так далее. Поэтому немножко я вам тоже повторю. Ковид, получается, да, это коронавирусы, они вообще существуют издавна, да, это обширное семейство вирусов, которые поражают людей и животных, и известно то, что вот некоторые из них могут вот вызвать респираторные заболевания, то есть, да, носа, дыхательных путей, получается, да, может быть как и обычная простуда, до более серьезных состояний. И один из самых, видов из этого семейства – это COVID-19, который вот в 2019 году вспыхнул, получается, в Китае, в городе, в провинции Ухань. И после этого уже у нас практически наш мир поменялся, да, и мы с вами вот сидим в Zoom, общаемся и узнаем, повторяем, что такое ковид, да. Вот, ну, его структуру вот видите, да, прекрасно описано на этой картинке. Вот, и как происходит заражение по коронавирусу, да, он передается воздушно-капельным путем. Если мы вдыхаем вот капли, которые выделяются из других, дыхательных путей больного человека, если при кашле либо чихании могут выделяться, а также если слюна обильная и так далее было, либо выделение из носа. То есть, когда чихнули, все равно из носа тоже выходит, и, соответственно, слюна тоже. Может он также распространяться, когда больной касается, например, любой загрязненной поверхности, то есть слюни все равно остаются, вирус тоже остается на какой-то поверхности, да, на дверной ручке и так далее, и после этого он касается своего рта, носа и так далее, либо глаз, то есть почесался глаз, и вот тронули ручку и почесался глаз, то есть человек тоже может заразиться. Но это тоже, если у человека ослабленный иммунитет, тоже такое может быть. То есть вот контактный путь – это поручни в транспорте, в автобусах, в такси и так далее, различные какие-то вот общественных местах предметы. Вот воздушно-капельный путь при кашле и чихании. Вот. Ну и часто задаются вопросом, что можно ли новым коронавирусом заразиться могут только пожилые люди, либо молодежь тоже восприимчива к этой инфекции. Да, все восприимчивы к этой инфекции, да, любых возрастных категорий. И поэтому различному риску подвержены и тяжелой форме, и легкой форме. Поэтому необходимо любого возраста, да, принимать меры по защите от заражения. То есть гигиена рук, то есть и кашель тоже, да, кашлевая гигиена, то есть это ношение масок, руки, обработка и так далее. Можно ли заразиться COVID-19 через укусы насекомых? Некоторые задаются таким вопросом. Нет, нельзя, потому что насекомые, такие как комары, либо клещи и так далее, да, не являются переносчиками возбудителя и не участвуют в распространении заболеваний. Так. Основные симптомы коронавируса вы все знаете, да, это, то есть, получается, высокая температура тела, утомляемость быстрая, да, человек ничего не хочет делать, не может, все время лежит и так далее, нарушение либо потери обоняния, потеря вкуса, кашель сухой, либо с небольшое количеством мокроты, боль в мышцах и одышка. Симптомы сейчас уже из другого вируса штамма ковида, да, ковид тоже у нас мутирует, да, вирус мутирует, приспосабливается к антивирусным препаратам, и, соответственно, симптомы сейчас уже могут проявиться даже через 3, даже бывает через 2 дня, да, после контакта с инфекционным больным. И симптомы во многом сходны со многими заболеваниями, поэтому можно спутать с простудой, с ОРВИ и так далее, да. Часто вот с этим бывает, спутают. Но, как говорят сейчас ученые, да, то, что у людей, у которых возникает нарушение потери обоняния, это более легкая форма течения ковида. То есть у тех, у кого тяжелые, сразу переходит в легкие с поражением и так далее. Вот.
Но есть еще редкие симптомы коронавируса, головная боль, то есть это тоже личная, ну, то есть организм по-другому, по-разному реагирует, да, это головная боль, заложенность грудной клетки, тошнота, рвота, кровохарканье тоже бывает и диарея. Есть 7 простых шагов по профилактике коронавирусной инфекции, да, можете тоже это все время повторять и не забывать об этом. Это при посещении общественных мест обязательно использовать медицинские маски и также соблюдать социальную дистанцию, стараться соблюдать, да, получается, не касаться грязными руками глаз, лица, рта. Также избегать контактов в одном помещении с людьми, у которых есть видные признаки ОРВИ, там кашляют, чихают, насморк. Даже человек сам может говорить, что у него вот не проходит уже сколько-то дней, там температура, но мне приходится вот работать. Такие тоже недобросовестные коллеги, сотрудники тоже могут быть, люди, да, которые так относятся и к своему здоровью, и к здоровью окружающих, поэтому надо тоже вот от такого избегать контакты, говорить начальству и так далее, да. Также надо тщательно мыть руки с мылом после возвращения, да, с улицы и контактов с людьми. Многие люди, даже есть люди, которые до сих пор не моют руки, но вот благодаря ковиду, да, много людей стали обращать вот на такую вот гигиену. Да, вроде бы банально, да, что надо мыть руки, но очень много людей, которые приходят и ничего, и даже не моют руки, заходят и начинают что-то там по дому трогать. Соответственно, тут уже может и заразиться вот поверхность домашняя, да, могут и люди, которые в семье, заболеть. Также необходимо протирать там спиртовыми салфетками, антисептики тоже очень доступны сейчас, да, протирать вот телефоны, да, потому что телефон тоже грязный, как и ваша рука, получается. И вот дезинфицировать гаджеты, да, оргтехнику, предметы, к которым вы прикасаетесь после улиц, после грязными руками и так далее. Ограничить возможность при приветствии тесные объятия, рукопожатия и пользоваться только индивидуальным предметом личной гигиены. Да, то есть вот такие вот элементарные правила, которые необходимо соблюдать. Ну и сейчас, получается, из-за того, что новый штамм, он быстро распространяется, необходимо тоже ограничить контакты, да, если у вас нет вакцины и так далее, если у вас пониженный иммунитет вообще, да, издавна, соответственно, ограничить и контакты с другими людьми. Вот. И являются ли антибиотики эффективным средством профилактики лечения коронавирусной инфекции? Таким вопросом тоже задаются многие, да. Антибиотики, они действуют против бактерий, против вирусов не действуют. Ковид у нас, как вы все знаете, это у нас вирусная инфекция. И антибиотики позволяют лечить лишь только бактериальные инфекции. Вот. И поэтому антибиотики для профилактики либо лечения, когда вы на дому заболели, принимать их не стоит. А вот, например, если вы спросите, почему в больнице там могут антибиотиками лечить, то, соответственно, там уже поражение присоединяется, помимо вируса, присоединяются и бактерии, да, бактериальные инфекции, соответственно, их начинают лечить антибиотиками, потому что пневмония – это уже, как сказать, тоже бактериальные заболевания, и поэтому назначают антибиотики. Некоторые люди тоже спрашивают, да, у нас там народные средства, там чеснок, там напитки из чеснока, имбиря и так далее, полезны ли для профилактики коронавируса? То есть, например, очень много людей стали во время начала пандемии покупать имбирь. И цена тоже очень сильно возросла, но имбирь тоже очень хорошо повышает иммунитет. То есть необходимо принимать витамин С, потому что витамин С, он очень хорошо повышает иммунитет. Если даже, например, если заболеете вдруг, да, то переболеете очень легкой форме, потому что у вас уже иммунитет будет высокий, да. То есть цитрусовый, чеснок, мед укрепляют общий иммунитет, и существенная роль профилактики они не очень играют, но у вас будет зато иммунитет стойкий, да, ну, к каким-нибудь другим вирусам, коронавирусу в том числе может быть. И добавление в пищу перца и других острых приправ не предотвращает, не лечит ковид, просто и некоторые такие тоже вопросы задаются, да. И алкоголь, например, не только не защищает от коронавируса, но и повышает риск возникновения проблем со здоровьем, поэтому не стоит пренебрегать такими вот вещами. И правда ли, что воздействует тепло на организм
помогает защититься от коронавируса, да, солнечная жаркая погода не снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией, да, летом тоже по статистике заболевания одинаково распространялись, и сейчас даже и жарким, с холодным климатом болезнь протекает одинаково, да, если взять даже ту же Индию. Вот. Употребление дезинфицирующих средств убивает коронавирус в организме, да, спрашивает, тоже такой вопрос бывает. То есть дезинфицирующие средства следует использовать только с осторожностью и только для поверхностей. Для рук там могут, да. Бывали случаи, то, что вот употребляли дезинфицирующие средства, да, внутрь, то это очень большая опасность, чрезвычайно опасная ситуация, да, которая может привести к инвалидности и к смерти. Вот. Поэтому, чтобы защитить себя от коронавируса, нам необходимо дезинфицировать предметы, поверхности, и к которым обычно чаще всего прикасаетесь. В каких случаях следует носить маску? Да? Маски, они носить можно в местах, где большое скопление людей, чтобы снизить риск заразиться, особенно если, например, вы ухаживаете за пожилыми людьми, то при контакте с ними, то обязательно необходимо носить маски. Здоровым людям нужно пользоваться масками при посещении публичных мест, в общественном транспорте и так далее. И каждые 2-3 часа необходимо менять маски. Одноразовые медицинские маски носить повторно нельзя. Они, например, есть также многоразовые маски, их только носят обязательно при том, что если вы их выстирали, обеззараживаете утюгом, например, да, обработали. Вот. И ношение вообще вот медицинской маски снижает вероятность заражения всеми вот респираторными заболеваниями, в том числе не только коронавирус, но и ОРВИ. Вот. Но необходимо, конечно, прикасаться только вот к петелькам маски, не надо маску спереди брать, потому что тут все равно могут накопиться различные вирусы, да. Соответственно, у вас уже рука тоже будет грязная. Если рукой взяли, то руку, соответственно, тоже должны будете продезинфицировать, получается. Вот болеющий коронавирусом здоровый человек, тут максимальная вероятность заражения, если они не носят маски. Тут, например, болеющий коронавирусом носит маску, человек здоровый не носит, то здесь средняя вероятность заражения коронавирусом. Если тут болеющий человек без маски, а здоровый человек в маске, то высокая вероятность заражения. И если оба в масках, то минимальная вероятность заражения. Ну и вот простые правила использования одноразовой защитной маски. Необходимо маску взять цветной стороной, прикрепляем к ушным петелькам, да, наружу. Фиксатор должен находиться сверху, обязательно тоже вот приложить к лицу, да, к переносице, очень хорошо закрывать. И подбородок тоже закрывать правильно. Ну, то есть вот все, наверное, прекрасно знаете, как носить маску. И теперь поговорим о вакцинации, да, что необходимо знать. То есть вообще вакцинация существует с конца XVIII века. Вакцина вообще проводится с целью, естественно, стимулировать иммунную систему организма, да, формирование клеточного гуморального иммунитета. Вакцинация на сегодняшний день является одним из важных вообще достижений в истории медицины, и вакцинация спасла миллиарды жизней. Поэтому сейчас тоже такая вот история совершается, то, что если будет вакцинация населения 100%, 99%, то можем даже вот победить коронавирус. То есть благодаря вот вакцинации, да, были побеждены такие болезни, как оспа, полиомиелит, столбняк и бешенство. Но полиомиелит, к сожалению, сейчас тоже начинает возвращаться, потому что антипрививочники тоже есть, родители, которые не ставят вакцину от полиомиелита и так далее. Из-за этого сейчас эта болезнь опять начинает возвращаться. В Средней Азии ее, ну, вот этой болезни очень много, и в России тоже потихоньку завозится. Поэтому надо быть тоже ответственным по этой части. Так, ну и вот почему лучше привиться, чем переболеть, потому что переболевшие люди имеют тоже очень много последствий после коронавируса, да, различные ухудшения, начиная от ухудшения памяти, заканчивается болями в сердце, нарушение там, одышка постоянная там, и так далее. То есть нервная система тоже нарушается, поэтому вакцина учит иммунную систему не просто сопротивляться коронавирусу, но и бить его в наиболее уязвимые места. Вакцина подбирается, делается таким прицелом, чтобы атаке подверглись максимально уязвимые части вируса.
Вот. И иммунная система после иммунизации обучена и знает, что это поступает коронавирус, да, в организм, и начинает уже атаковать. Какой-то процент привитых людей может заболеть, но в любом случае эти люди болеют гораздо легче, и у них гораздо меньше риск умереть от коронавируса. Ну и, соответственно, осложнений как последствий не бывает. Но редко тоже встречается. Вот. И есть 4 простые причины сделать прививку, да, то есть вероятность заражения коронавирусом значительно снижается, позволяет защитить не только человека, которому сделали прививку, но и окружающих, особенно наших пожилых родственников. В-третьих, это единственный надежный способ избежать осложнения течения заболевания. Даже если привитой человек заболеет, вероятность за развитие осложнений тяжелого течения заболевания будет практически равна нулю. И четвертое, за счет формирования коллективного иммунитета, да, останавливается распространение заболеваний среди населения. Вот, то есть коллективный иммунитет – это вот как история, вот тот же полиомиелит, оспа и так далее, да, были побеждены. Соответственно, здесь, если более 90% населения будет вакцинировано, соответственно, здесь уже возникнет коллективный иммунитет, и уже распространение снизится. Ну вот, под коллективным иммунитетом понимается защита, которой главным образом вакцинированное население обеспечивает, не прошедшие вакцинации группы, с падением уровня вакцинации снижается степень защиты. Когда у нас вырабатывается коллективный иммунитет, да, когда вакцинировано не менее 60-70% населения, но тут, по идее, идеальный вариант – это 90%. Вот. То есть вот как вот сдерживает инфекцию, да, например. Ну, про вакцины от коронавируса все прекрасно знаете, какие есть, и побочные явления тоже могут быть, потому что это любое лекарственное средство, да, имеет тоже, каждый организм сам по-своему воспринимает. Вот. Это кратковременное повышение температуры, головная боль, слабость, боль в мышцах и так далее. Ну и записаться сейчас могут еще, скоро будут вводить вакцинацию среди детей, и записаться на прививку могут вот лица старше 18 лет. Какие противопоказания? Это сейчас гиперчувствительность к какому-либо компоненту к вакцине, да, какие-то вот содержащие аналогичные компоненты, то есть аллергические реакции. Если человек получил первую вакцину, да, первую дозу вакцины, то если у него появилась аллергическая реакция, то он не получает второй компонент. Также острые инфекционные заболевания, либо обострение хронических заболеваний. После хронических заболеваний вакцинацию проводят только через 2-4 недели после выздоровления. Вот. Ну и про вакцинацию, где осуществляется, вы, наверное, тоже знаете. Недавно тоже открывали там пункты вакцинации, ночью вакцинации. Сейчас тоже в библиотеках вакцинируют, в цирке вакцинируют и так далее. Так, как подготовиться к вакцинации, да, против COVID-19? Необходимо убедиться, что нет противопоказаний к вакцинации. Если есть там серьезные какие-то хронические болезни сердечно-сосудистой системы, онкологические какие-то заболевания, диабет и так далее, то необходимо сначала проконсультироваться с лечащим врачом, убедиться, что заболевание находится в стадии ремиссии, и добавить в рацион продукты, которые любит наша кишечная микрофлора, да, которая вот вносит нам в иммунную систему большой вклад. Вот, например, пребиотики, богатые пищевыми волокнами, овощи, крупы, бобовые зелень и так далее. И пребиотики – это кефир, йогурт, простокваша, квашеная капуста. Необходимо выбрать пункт вакцинации. При подготовке к вакцинации либо повторной вакцинации, да, можно сдать. Ну, тест на антитела делать не обязательно, но можно. Если вам интересно, то можете. Но также ограничить потребление алкоголя за 3 дня и до вакцинации. Постарайтесь не переутомляться, да, не измерять себя физическими активностями за 1-2 дня до прививки. Хорошо, необходимо выспаться, чтобы снизить уровень стресса, потому что все равно он может ухудшить иммунный ответ на вакцину. То есть, если мало спите, то и иммунитет тоже страдает. И в день прививки ограничить себя посещение бань, бассейнов, саун и так далее, и приходить в пункт вакцинации в назначенные даты и время. И в течение 3 дней после получения вакцины необходимо не посещать баню, сауну, избегать чрезмерных физических активностей, не принимать алкоголь, не злоупотреблять солнечными ваннами,
потому что избыток ультрафиолета может неблагоприятно влиять на иммунитет и может снизить выработку защитных антител после прививки. При повышении температуры можно принять нестероидные противовоспалительные препараты, если сильно повышается. При прокрастинении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства. Ну и после вакцинации в первые и вторые сутки может развиваться кратковременно общие местные реакции, озноб, повышение температуры, боль в мышцах, суставах и так далее. Но они обычно проходят через 2-3 дня, и получается, обычно все хорошо проходит, да, получается. Вообще есть еще дополнительные рекомендации, да, которые необходимо будет соблюдать. Необходимо вообще, чтобы для повышения иммунитета и так далее, да, необходимо кушать молочные продукты, рыбу, нежирное мясо, потому что они отдают вот организму необходимый строительный материал для формирования вот защитных антител. Также старайтесь спать не менее 7-8 часов, потому что здоровый сон улучшает выработку иммунитета после вакцинации. Продолжайте также соблюдать, например, защитные меры, ношение масок, использование антисептиков и так далее, мытье рук. Ну, об этом никогда не забывайте. Самоизоляция после прививки не требуется. Вакцина содержит патогенный для человека вирус, да, вызывающий COVID-19, поэтому заразить окружающих после прививки невозможно. Не содержит, получается. Так. Так, может, ну, по этому поводу у нас, ну, то есть вообще ежегодно, да, вот безопасная и эффективная вакцинация спасает миллионы жизней, потому что, ну, вакцинация, она всегда присутствует в нашей жизни, и вакцинация – это ответственность каждого человека перед собой и своими близкими, получается, потому что каждый сам решает, да, вакцинироваться или нет. Угу. Например, поговорим теперь про календарь прививок. Если у вас есть вопросы, то можете в чате пока писать, потом я в конце тоже отвечу. По прививкам, да, каждый вообще человек должен быть защищен от всего, от чего он может быть защищен. И вакцинация защищает детей и взрослых от наиболее опасных инфекций. И вот, например, информация о необходимых прививках, сроках, кратности, сколько раз, да, получать вакцинацию, содержится в национальном календаре профилактических прививок. В настоящее время в Российской Федерации действует национальный календарь профилактических прививок, да, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. В нем описаны вообще вот все прививки, которые нужно получать, получается, детям, в каком возрасте и так далее. И, соответственно, это новорожденные в первые 24 часа жизни, да, должны получить первую вакцинацию против вирусного гепатита Б. Потом на 3-7 день жизни, да, получают вакцинацию против туберкулеза. Это самые максимально вот такие социально значимые болезни, да, от которых необходимо вот тоже прививаться. Потом вторая вакцинация против вирусного гепатита Б ребенок получает в 1 месяц, получается. Потом первая вакцинация в 2 месяца проходит от пневмококковой инфекции. Дети 3 месяца получают там вакцинацию против дифтерии, коклюша, столбняка, также против полиомиелита и против гемофильной инфекции. Но гемофильная инфекция – это группа риска, если есть там наследственные показания, там какие-нибудь ослабленный иммунитет и так далее. Дети 4,5 месяца получают вакцинацию против тоже дифтерии, коклюша, столбняка и также против пневмококковой инфекции, полиомиелита. Дети 6 месяцев, повторная 3-я вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка, 3-я вакцинация против вирусного гепатита Б, полиомиелит и так далее. И в 12 месяцев, да, дети получают вакцинации против кори, краснухи, эпидемического паротита. Так, и дети до 6 лет, это получается ревакцинация против
кори, краснухи, эпидемического паротита. Также ревакцинация против туберкулеза может проходить и третья вакцинация против полиомиелита. Также бывают календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, да, то есть, например, если у нас в регионе есть какие-то вот заболевания, особая, да, категория такая, где происходит, например, есть такие вот территории, где есть вот сельскохозяйственные, дератизационные, там, если есть вот крысы и так далее, много крыс, то против телеремии тоже получают вакцинацию. У нас тоже в регионе против телеремии ставится. Сам календарь, он тоже очень простой, да, в изучении, можете тоже смотреть. Например, против гриппа, да, с 6 месяцев уже начинает там ставить вакцинацию по гриппу. Гриппу, она ежегодная, и обязательно тоже ее получать. Потому что если там не получать каждый год, штамм вируса гриппа тоже меняется, да, соответственно, и вот из-за этого тоже готовят другой вид вакцины и получают такую вот прививку от гриппа. Вот. Ну, то есть самые главные вот вакцины, да, от таких тоже социально значимых болезней, это, получается, туберкулез, гепатит Б, пневмококковая инфекция, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, краснуха, эпидемический паротит и грипп. Да, и вот новое вот социально значимое заболевание – это у нас коронавирусная инфекция, которые тоже, наверное, будут тоже включать национальный календарь профилактических прививок, потому что это тоже, ну, очень такая вот сложное заболевание, да, как вы все знаете. Так, ну и по эпидпоказаниям, да, тут различные заболевания тоже можете посмотреть, но они больше по регионам различаются. Как я сказала, у нас в регионе толеремия, например, получаем, да, вакцинацию от толеремии.